коробке пассажира, без сидений, без тепла, вместо окон маленькие люки, по два каждой стороны вагона, стена, щели, через которые задувал холодный ветер. Вагон набиваясь ком, тут же со скрежетом наглухо закрывались двери. 180 эшелонов до покрова ночи потянулись по железной дороге в Восток. Офицеры объявили горцам, что они изменники Родины и по решению советского правительства выселяются в Среднеазиатские республики Киргизию и Казахстан. Выселение занимало лишь 15-20 минут. Лай собак, мычание коров, плач детей и женщин, окрики солдат – это все слилось в сплошной и протяжный гул. То и дело раздавались выстрелы. Это стреляли в тех, кто не подчинялся. Села, дома были окружены плотным кольцом охраны. Дороги были заблокированы солдатами. 23 февраля 1944 года, ровно 77 лет назад, ингушский народ был насильно депортирован в Казахстан и Среднюю Азию. В тот же день депортации подвергся и чеченский народ. 7 марта 1944 года Чечено-Ингушская ССР была ликвидирована. 23 февраля – это одна из самых трагических страниц истории ингушского народа. После депортации ингуши были вычеркнуты из списка народов СССР, и власть делает все для того, чтобы стереть память о них. Уничтожались редкие рукописи, книги, архивы, записи фольклорных текстов, любая литература и периодические издания с упоминаниями ингушей. Потерянные, оскорбленные, униженные, убитые горем люди ехали в никуда, ехали в безвестность. В это время шел массовый грабеж. Вывозилось все: ковры, кинжалы, одежда, драгоценности, книги, все, что люди наживали поколениями. Вслед за физической расправой началось истребление культурных и исторических памятников. Документы, книги свозились на площадь и сжигали. Много людей погибло в тот 1944 год, выдержав долгую дорогу в холодных вагонах. Люди умирали на местах. Враждебно настроенное население боялось помочь прибывшим переселенцам. Это была трудная первая весна на чужбине. 13 лет провели ингуши во выселении. Эти 13 лет – самый горький период в истории ингушей. Многие нашли приют на чужбине, многие похоронены на чужой земле. Память об этих людей будет долго храниться в сердцах ингушского народа. Многие, попавшие на фронт в войнах, проявляли себя с лучшей стороны, внесли вклад в победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 года. Каждый житель стал твоим бойцом, сыном защищен ты и отцом. Раны заживляли мать и дочь, ясный день и сумрачная ночь. Всех погибших и не сосчитать, но встает за новый ратью рад, за отчизну, за отца, за мать, чтоб фашистов с родины изгнать. Зиму, мой друг, не кляни, этот лютый мороз не беда. Ты спроси у притихшей родни про сибирские теплые льда. Что там холод, вздохнет твой отец, что там холод, расплачется мать. А болезни, а голод, нужда наконец. Есть о чем матерям рассказать, не забыть нашим старым отцам. Долгих горестных лет на чужбине, есть за что дочерям и сынам полюбить нежный запах кувшина. Говори, отец, говори, говори, отец, до зари, говори, отец, о жестокой войне, говори о том страшном дне. Не давай мне, отец, позабыть, кто я есть и какой мне быть. Свой язык не дай потерять, голос
по вагонам родных, но считай, кто остался в живых. Я хочу обо всем узнать, чтобы внукам твоим передать твою боль, что живет во мне, каждый миг наяву во сне. Пусть для них тоже станет родным слово «Родина», слово «Дом». Говори, отец, говори, говори, отец, говори. Я помню прошлое, я помню свой голод, больше не могла. И русская старушка, помню, мне хлеба сунула тогда. Затем тайком перекрестила, в моем кармане свой ломоть. И быстро прочь засеменила, шепнув: «Спаси тебя, Господь!» Хотелось мне ее, не зная, воскликнуть: «Бабушка родная!» Хотелось петь, кричать: «Ура!» Рукой в кармане ощущая существование добра. Друзья мои, пусть в нашем доме отчим очаг не гаснет больше никогда. Пусть больше никогда, ни днем, ни ночи, дороги не отыщет к нам беда. И если радость к нам свой путь наметит, пути ее не допривет обвал. Мы будем для друзей добры, как дети, а для врагов мы будем тверже скал. И досольемся все мы воедино, как в хлебе чистая мука с водой. Пусть будет храбрость качеством мужчины, а трусость нас обходит стороной. Пусть колосится полновесно, шумно, пшеница наша, лучший дар земли. Пусть будут наши старцы столь разумны, чтоб их слова в пословицы вошли. Пусть больших трудностей не знают люди, чем трудность встретить людей издалека. Пусть свобода наша будет вечной, как наши горы, что стоят в веках.